Антикафе, экотропа и театр на колесах. Эти и 88 других интересных проектов будут реализованы в этом году в Коми и Ненецком автономном округе. Населенные пункты преобразятся благодаря конкурсу социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Накануне в Усинске подвели итоги и наградили авторов лучших инициатив. Какие еще идеи станут реальностью, расскажет Наталья Юрина. Новые идеи, новые возможности в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл» в этом году по количеству поданных заявок побил прошлогодние рекорды. Из 425 инициатив выбрали 91. 17-й год подряд на нашей территории, в Ненецком автономном округе, реализуются десятки и десятки проектов, за что, конечно, отдельная благодарность компании и участникам за ваши инициативы. Я желаю всем удачи, успехов. Вот в этом году мы сделали итоги конкурса раньше, чем обычно. Опять же, с целью того, чтобы победителям дать больше времени и дать тот летний период, чтобы реализовать и воплотить свои идеи в жизнь. Есть еще одно новшество в конкурсе к традиционным номинациям «Духовность и культура», «Спорт», «Экология». В честь 30-летия компании «Лукойл» добавилось инновации. Наш проект в новое столетие с новыми идеями направлен на применение инновационных разработок в сфере музейных экспонатов Вортаса. Наше время диктует поиск новых, усовершенствованных форм работы, выставочной деятельности. Применение инновационного оборудования повышает интерес и большой охват посетителей и жителей города. От биохимического анализатора для медлаборатории до небольшого мостика рекордсменом по реализации проектов в этом году стал Усть-Цилимский район. Там воплотят 22 инициативы, в Усинске – 19, в Ненецком автономном округе – 8. Проект очень значимый для нашего муниципального образования, так как в 2013 году построили часовню в муниципальном образовании, но не довели до конца. Поэтому, выиграв мы этот проект, мы сейчас реализуем, доведем все до конца. На реализацию 91 проекта компания «Лукойл» выделила более 18 миллионов рублей. Гранты нефтяников пойдут на создание новых достопримечательностей, на развитие населенных пунктов и повышение качества жизни населения. Наталья Юрина, телеканал «Юрган».